بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Амма ба'д, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие братья, я постараюсь коротко объяснить, как нужно правильно зарегистрироваться для сдачи экзаменов Мутун Талиб аль-Илм. Баракаллаху фейкум, Мутун, требующего знания. Пишем в гугле Маука Мутун Талиб аль-Илм, официальный сайт требующего знания. У нас выходит первая ссылка официального сайта, и кликаем по нему, и у нас выходит главная страница Мутун Талиб аль-Илм. И выбираем вот эту функцию Тасджилю Толлаб, запись студентов, кликаем по нему, у нас выходит поле для регистрации. Баракаллаху фикум. Прежде чем объяснить, как нужно совершить регистрацию, сразу объясняю каждому, чтобы не забыли, баракаллаху фикум. Те, кто пытались регистрацию совершить через iPad, через iPhone и другие новые технологии, братья, эти программы не предусмотрены для таких оборудований. То есть нужно совершать регистрацию только через ноутбук или домашний компьютер, так как эти новые технологии, они не предназначены для этой программы. Она чуть старая, поэтому те, кто пытались через телефон регистрацию совершить, не пытайтесь, потому что это не получится. Таиб, баракаллаху фикум. Теперь первое, здесь нужно имя на арабском. Ну, к примеру, я написал здесь Ахмад. Потом второе поле заполняем то же самое, то же имя, только на английском. Баракаллаху фикум, пишем здесь Ахмад. Ахмад. Так, дальше то же самое, то есть выбираем имя, которым мы пользуем. Ахмад. И дальше выбираем четырехзначное число. Если у вас красное появляется, если красное, можете просто добавить число, например, Ахмад 17 или там, не знаю, 12. Ну, выберем 17. Ахмад 17. Ну, и у нас исчезает красное, то есть правильно. 17 Ахмад я написал. И здесь выбираем, баракаллаху фикум, четырехзначное любое число, как пароль. И повторяем этот пароль в нижнем поле. Калимат аль-мурур, то есть пароль, секретный пароль. Потом идем дальше. Джинсия. Выбираем национальность. Кликаем по этому. Ой, извиняюсь, национальность. Джинсия это национальность. Аль-джинс это пол. Пол, если братья, то закар. А если сестры выбирают, то унса. Пол мужской. И дата рождения. Тарих миляди. И тарих хиджри. Здесь выбираем дату рождения. Ну, например, у меня 1988. Я уже совершал регистрацию, поэтому у меня здесь готово стоит. Здесь летоисчисление христианское, а здесь хиджри. То есть, получается, если вы родились 1988, у вас выйдет по хиджре 1410 год. Вы сами тут набираете, вот как, вот в таком вот формате. 14, то есть 1410, но дробь 03, дробь 15. То же самое здесь. Потом идем дальше. Джинсия, здесь национальность. Выбираем национальность. Ну, к примеру, мы выберем для примера Руси, да? К примеру, Руси. Россия. Бальдуль Икама. Где вы в данный момент проживаете? То есть, если вы из России и в данный момент проживаете в другой стране, то выбирайте другую страну. Если, например, вы в Казахстане, то выбирайте здесь второе поле Казахстан. Или там в Кыргызстане Кыргызстан. И вот так вот. Если вы в России, то тогда еще раз, опять же, выбирайте Россию. То есть все страны мира есть. Выбираем Россию еще раз. Руси. Вот. Потом выбираем уровень. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь мы выбираем 1. Начинающие выбираем 1. Мустава аль-уля. Фатра. Какой период вам удобно? То есть, говорит, хасб мавакид салат биль масджид набави. Здесь ориентир вы берете именно временем, то есть намазом в мечети пророка, саллаллаху алейхи ва саллям.
И как всем известно, что часовой полюс России и Саудской Аравии, они одинаковые, альхамдулилля. Поэтому легче вам брать ориентир. Если здесь 8 часов, то в Саудии тоже 8 часов. Если 6, 6. Итак, выбираем, например, утреннее после фаджра. То есть после фаджра со временем, которое совпадает с мечетью пророка, саллаллаху алейхи. Если вам удобно после фаджра, выбирайте после фаджра. Если нет, то с 8 часов до 11. Либо с 11 часов до зухра. Потом после зухра до асра. Или же после асра до магриба. Или после магриба до иша. И самое последнее, тем, кому удобно приходить ночью, это после иша. Это где-то уже, по-моему, 11 часов ночи до час ночи или вот так вот где-то. Я точно не знаю. Но мне удобно, например, фатратуль фаджр. Утреннее, я выбираю утреннее. Мифтахуль балад. Если вы из России, то получается +7. Это код страны. А потом здесь уже номер телефона. Ну, это не обязательное поле, но надо ее заполнять. Номер телефона забивайте. Ну, к примеру, вот такой вот номер какой-нибудь. Да, вымышленный. Так. А потом здесь вот это обязательно нужно заполнить. Электронную почту. Электронную почту. Ну, например, tawhid@mail.ru. И то же самое в нижнем поле повторяем. Tawhid. То есть у кого электронная почта, дважды повторяем. И кликаем Тасджиль. Бисмилля. Кликаем Тасджиль. Вот, у нас идет процесс. И здесь нам говорят, что все уже. Процесс регистрации прошел успешно. Ждите 48 часов. Это получается 2 дня нужно ждать. Иногда больше. Иногда больше нужно ждать, чтобы подтверждение пришло к нам на почту. Вот сюда. На почту нам приходит подтверждение. Баракаллаху фикум. Это и есть вся регистрация. Потом, после регистрации, тоже сразу объясню, чтобы всем было легче. К вам на почту приходит ссылка. Вы нажимаете на ссылку. Вы нажимаете на ссылку. И баракаллаху фикум. И там на почте сразу указан ваш код. Вот здесь, где name написано, там шестизначное. Или же, да, шестизначный вот такой код. Выбирайте. Там у вас будет свой код. Шестизначный. И снизу трехзначный. Трехзначный. Набирайте его. К примеру, я знаю свой код. Набираю свой код. И духуль. Но у меня все уже готово. Поэтому я смогу сразу сейчас зайти. Но вы, прежде чем заполнить поле вот этими цифрами, идете вниз. Идете вот сюда. Духуль биль ади. Нажимаете вот эту ссылочку. Духуль биль ади. Кликайте. Опять же открывать ту же самую страницу. Вы скачиваете себе вот эту программку. Это, то есть комната прослушивания в этой программке. Кликайте. И у вас вот здесь начинается процесс скачивания. У меня она уже есть. Вот она как скачивается, да? Вы открываете и устанавливаете ее. Процесс установки очень легко. Там все поймете, иншаллах. Как установили, потом уже цифры набираем. Те цифры, которые пришли вам на почту. Вот. Здесь трехзначная. Вот. Набираем. И духуль. Духуль уль-гурфа. Заход в комнату. Кликаем. И у нас открывается комната. Я сейчас вам покажу, как там требующие знаний начинают сдавать свои матны. Первое, что вы должны сделать, когда открывается комната, это давать салям устазу письменно. Затем занимать очередь. Посмотрите, там, если там список большой, то вы баракаллаху фикум ждете. Например, там если 3 здесь, то вы смотрите 3. Значит, после 3 человек вы начинаете прослушивание. Ну, наверное, сейчас отключено у меня здесь все. Поэтому здесь никого нету. В общем, здесь мударрис написано. Вот здесь список будет, мударрис. И уже непосредственно сами требующие знания. Там только цифры. Вот эти шестизначные цифры появляются. И нажатием Ctrl вы можете говорить. Вот здесь уже нажмите и удерживайте
Ctrl, чтобы говорить. Да, вы нажимаете и можете уже говорить с шейхом. Баракаллаху фикум. Но прежде чем начать прослушивание, вы пишете салям и пишите, откуда вы, ваше имя полное, как на паспорте, как вас зовут, с какой вы страны и что вы хотите сдать. Поэтому эта программка предназначена только для тех, кто уже владеет арабским хотя бы среднее, да, или ниже среднего, чтобы могли объяснить свою мысль и понимали мысли шейха, потому что когда мы совершаем ошибки, шейх нас будет исправлять. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.